Взрывы на российской военной базе, которые скрывают власти. Такого еще не было. Развязка в войне, новая встреча в Стамбуле. Украина принимает предложение. В Москве не определились, но в принципе согласны. Известны сроки. Все подробности. Рекордное усиление армии Германии. В стране напрямую говорят, мы будем готовы к противостоянию с РФ. Россия резко осадила своего друга и партнера. Что случилось? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Хлопок и еще хлопок. В бухте с говорящим названием «Десантная», ключевом пункте погрузки военной техники на корабли, прогремели два мощных взрыва. И речь здесь уже далеко не об оккупированном Крыме. Место действия — Владивосток, запретная зона, созданная вокруг военных складов. Район мгновенно оцепили, движение перекрыли, а на выезде начали досматривать машины. Власти заявляют, угроза нейтрализована, потерь нет. Но что именно взорвалось, не говорят. Однако, по данным местных СМИ, после взрывов со стороны бухты под охраной вывезли некие крупные предметы, накрытые брезентом. Впрочем, у пропагандистов уже готова своя, но неофициальная версия. Причиной загадочных взрывов во Владивостоке стали газовые баллоны в автомобиле. Ранее в этой бухте проходили учения десантных кораблей с участием сотен военных и десятков единиц техники. Теперь взрывы и оцепления. Что же произошло на самом деле и почему об этом молчат? Путин тянет время. В Вашингтоне уже не скрывают раздражения. Британия, Франция, Германия на низком старте. Европейские делегации готовы принять участие в стамбульских переговорах в понедельник, 2 июня. Эту же дату сегодня подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом также говорит спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. Но Москва, как обычно, играет в свои игры. Когда президент Трамп говорил с Путиным, тот сказал, что в течение недели передаст свой меморандум. Но мы до сих пор его не видели. Украинцы его не видели. Неофициальные источники в Кремле поведали Reuters, что Путин хочет от Запада письменных гарантий нерасширения НАТО на восток. И речь не только о членстве Украины. Вашингтон готов это обсуждать. Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине, они упоминают также Грузию и Молдову. И мы говорим, хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интересы в области безопасности. Пока в Кремле тянут с меморандумом, на Трампа давит окружение, пишет Reuters. Влиятельные конгрессмены-республиканцы и советники президента убеждают хозяина Белого дома ввести в отношении России новые санкции. Как думаете, насколько им еще хватит терпения? Впрочем, оккупанты всегда предлагают свой выбор. Выбор сейчас за Украиной. Мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя. Украина принимает предложение, но не российское. Україна віддана мирним зусиллям. Ми прийняли пропозицію США щодо зупинення вогню, щодо перемир'я. Зараз м'яч на російській стороні. Росія повинна прийняти беззастережне перемир'я, що відкриє дорогу для подальших ширших перемовин щодо наших мирних зусиль, щодо наближення справедливого, всеосяжного, стійкого миру для України. Тому потрібно тиснути на Росію для того, щоб почути від них чітке «так» перемир'ю. Турция уже говорит о развязке в войне и предлагает встречу Трампа, Путина, Зеленского и Эрдогана. После визита в Москву глава турецкого МИД Хакан Фидан прибыл в Киев и на совместной пресс-конференции со своим коллегой Андреем Сибигой заявил, война может закончиться до конца этого года. Мы подходим к развилке. Или закроем глаза на продолжение войны, или достигнем постоянного мира к концу этого года. Также он допустил проведение четырехсторонней встречи Эрдоган, Трамп, Путин и Зеленский по итогам возможных переговоров в Стамбуле. Все говорят ясно, только в Москве юлят. Германия просыпается и качает мускулы. В Берлине планирует увеличить численность армии в 1,5 раза. Глава ассоциации Бундесвера Андрей Вюстнер заявил, армия должна вырасти со 180 до 260 тысяч солдат. Причина простая и озвучивается напрямую – угроза со стороны России и требования НАТО.
Нам нужна армия, способная ответить на угрозу со стороны России. И 180 тысяч солдат для этого недостаточно. Ранее министр обороны страны допустил возвращение призыва. Обязательную военную службу в Германии отменили в 2011 году, но, по словам Бориса Писториуса, вернуть ее могут уже в следующем, 26-м году. Канцлер Мерц во время своего вступления в должность обещал сделать армию Германии сильнейшей в Европе. Москва обвиняет, Вучич оправдывается. Только недавно президент Сербии совершил героический полет на парад в Москву, как из Кремля уже начали прикрикивать на друга. Служба внешней разведки России обвинила союзника. Сербские боеприпасы идут в Украину. А это, по версии СВР, сотни тысяч снарядов и миллионы патронов. Поставки осуществляются через третьи страны — Чехию, Польшу, Болгарию. Перепуганный Вучич сразу же прибежал на местный телеканал. Мы сформировали радную группу. Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами для установления фактов. Некоторые из прозвучавших утверждений не соответствуют действительности. Дружба дружбой, а приходится крутиться, съеживаться, а не выеживаться. Наши фабрики могут жить. Наши заводы должны жить и работать. Около 24 тысяч человек работают непосредственно в оборонной промышленности и зависят от этой отрасли. И тут вот какое внезапное совпадение. Сегодня утром в Сербии произошел взрыв на заводе «Крушек», том самом, который Россия прямо обвиняла в поставках боеприпасов Украине. Это произошло всего через 2 дня после угроз со стороны СВР. Уже 5-й взрыв за 2 года, и каждый раз как по заказу. И каждый раз, разумеется, случайно, при плановых работах. Все по плану, в общем. Трамп снова в деле. Торговая война-эпопея продолжается. Накануне Федеральный торговый суд признал тарифы, введенные президентом США, незаконными. Президент превысил полномочия, введя пошлины до 145% на товары из Китая, ЕС и других стран. Но теперь уже апелляционный суд отменил это решение, и тарифы снова в деле. Решение суда США по международной торговле настолько неправильное и политизированное. Надеюсь, Верховный суд отменит это ужасное, угрожающее стране решение быстро и решительно. По словам Трампа, отмена пошлин в суде грозила бы подрывом полномочий президента США. А подрывать он хочет все и сам, в первую очередь, экономику. Пока суды спорят, бизнесы и потребители платят, цены растут, рынки лихорадят, а торговые партнеры готовят ответные меры. Это экономическая война, и она только начинается. Ким Чен Ын играет в войнушку с кофе, сигаретой и аплодисментами. Хорошая мина при плохой игре. После недавнего позора с перевернувшимся эсминцем северокорейский диктатор пытается убедить: все нормально. Для любимого лидера устроили артиллерийские учения. Генералы лично давали команды, пушки гремели, а товарищ Ким вальяжно наблюдал. Видео нет, только фото с сигаретой и чашечкой кофе. И, как утверждает местное информагентство, он остался доволен. Товарищ Ким Чен Ын похвалил артиллерийские подразделения за успехи на соревнованиях, где они показали всестороннюю практическую боеспособность наших артиллерийских вооруженных сил, готовящих себя как непобедимые боевые отряды, находящиеся в полной готовности к вступлению в любую войну и способные обязательно победить в ней. Правда, в таких бравых утверждениях заставляет сомневаться недавний спуск на воду новенького эсминца. Корабль перевернулся на глазах дорогого вождя и получил серьезные повреждения. Весь мир хохотал. Пока народ голодает, режим устраивает шоу. Все ради картинки для пропаганды и денег. КНДР заливает Россию своими боеприпасами. 9 миллионов снарядов и 100 баллистических ракет всего за 1,5 года. Эти ракеты уже падали на Киев и Запорожье, превращая города в руины. Северная Корея стала главным поставщиком войны, говорится в докладах мониторинговых групп. Масштаб поставок пугает даже союзников Кремля. Что еще прилетит из северокорейского по Украине завтра? Российскому бизнесу приказали брать героев СВО или платить штрафы. Кто-то хотел бы нанять специалистов, умеющих грабить и убивать, а придется. Вологодская область стала 3-м регионом, где бизнес обязали трудоустраивать участников войны с Украины. С 1 сентября компании с численностью более 100 сотрудников должны выделить 1% рабочих мест для героев СВО. За отказ административная ответственность. Ранее аналогичные законы принимали в Самарской и Московской областях. Однако в Подмосковье мера оказалась неэффективной. К апрелю прошлого года ей воспользовалось лишь 300 участников вторжения. Власти пересмотрели подход. Теперь компаниям с численностью более 200 человек достаточно трудоустроить всего 1 героя. Похожие законопроекты готовятся в ряде других регионов. Бизнесу придется выбирать: брать героев СВО или платить штрафы. Ну и следить за сохранностью унитазов.
А теперь о главном. Во время видеоконференции с матерями-героинями одна из собеседниц не удержалась и задала главе Кремля острейший вопрос. Внимание, вопрос. Владимир Владимирович, что вы делаете для того, чтобы так хорошо выглядеть? Я тоже так хочу. Что же ответил мудрый руководитель сверхдержавы? Что-то о пластической хирургии? А нет. Движение. Ну, понимаете. Видимо, это о перемещениях из бункера в бункер комментируют злые языки. Очередные неприятности у самого известного на всем постсоветском пространстве крепкого хозяйственника. Только все узнали, что в Беларуси закончилась картошка, как оказалось, это только начало. Лукашенко признал, в стране на 31-м году его мудрого правления зафиксирован рекордный падеж скота. Виноват, разумеется, кто угодно, только не сам. Но опытный аграрий планирует делать то, что у него получается лучше всего – сажать и сажать. А председатель комитета госконтроля, генеральный прокурор, который контролирует эти вопросы, доложит, сколько посадили за это. Несмотря на дефицит картошки и падеж скота, Александр Григорьевич поделился планами космического масштаба. И что получим от создания белорусского НАСА? Будет ли эффект сопоставим с затратами на новую организацию и ее содержание? Обсудим. А пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, Лукашенко пришлось снять запрет на закупку сельхозпродукции у бездуховного Евросоюза. Об этом мы уже рассказывали в эфире «Нехта». 100 бесплатных квартир от компании не топ-менеджерам и знакомым, а уборщикам и грузчикам. В Казахстане случилось то, что в России покажут как фантастику. А у меня такое внутреннее ощущение возникло, что я должен помочь людям, которые вместе со мной много лет. И сегодня я хотел вам подарить квартиры, ребята, всем. Все, кто здесь присутствует, квартиры. Бизнесмен Турсенгали Алагузов подарил жилье сотне простых сотрудников. Не директорам, а тем, кто больше 15 лет вкалывал на складе, в офисе, за рулем, все квартиры в Алматы. Это что такое, знаешь? Знаешь? Что это? Ассаламу алейкум. Это квартира, братан, квартира. Квартира? Альхамдулиллях! Альхамдулиллях! Квартира, серьезно? После этой истории казахи начали специально покупать напитки его компании в знак уважения к человеку, который ценит труд людей, а не должности. А как вам такой подход? И каких вы подарков удостаивались от руководства за 15 или 20 лет работы? Давайте сверимся в комментариях. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.